Фатима Кукурхоева – одна из тех, чей труд отметили орденом Милосердия. Главный врач Сунжинской районной больницы была на передовой с самого начала пандемии. В больницу ежедневно поступало по несколько пациентов за всего района. Сейчас ситуация, конечно, стабилизировалась, но чтобы оценить подвиг врачей, никаких наград не хватит. Заслуженная награда. Как подмечает сама Фатима, самым сложным было видеть, как их ряды постепенно редели. Коллеги не могли защититься от коварной инфекции. Многие тяжело переносили болезнь. Кто-то так и не смог побороть вирус. Эту награду она разделяет со всем коллективом. Это очень приятно. Всегда получать любую награду. Это ответственно, это приятно, волнительно. Но я бы хотела в первую очередь сказать, что эта награда не только моя, а всех моих сотрудников, которые принимали участие в лечении и борьбе с пандемией. Я хочу выразить им огромную благодарность за их труд, за то, что это вручили мне, но это наша общая всех награда. И поблагодарить всех, кто нас вспомнил, поблагодарил. Орденом Милосердия награждают за заслуги перед обществом и государством с 2013 года. Тогда же в регионе создали общественный совет, который ищет людей и организации, занимающиеся решением актуальных социальных проблем. Члены беспристрастного жюри рассматривают каждого кандидата, его благотворительную деятельность. Так, в 2020 году COVID-19 стал главным противником мирового сообщества. Награду в этом году присуждают тем, кто встал на передовую в борьбе с инфекционным заболеванием. Мы знаем, что врачи, главврачи стояли в первых рядах, когда эта болезнь коснулась нас, нашей республики, нашей страны, да и мира в целом. Дал ши уашлил дечо, Аллах дал беркат долча, дал ишма долча, уаш хигят дал мял язбеж да яз долча. Если прежде эту награду каждый год получали всего несколько человек, то в этот раз чествуют 27. Большинство вручают медикам. Орден Милосердия получает и экс-министр здравоохранения Ингушетии Зарема Альянова, принявшая с коллегами первый удар от COVID-19. Я хочу поблагодарить Общественный совет Минздрава, Народный фронт, Общественную палату. Я хочу прежде всего высказать слова благодарности всем тем моим коллегам, которые в самые первые дни, когда было очень страшно, когда было очень сложно, когда не хватало всего, вообще всего, не хватало медицинских рук, не хватало медицинских изделий, медикаментов, тогда было очень страшно. И никто не знал, кто пострадает, кто заболеет, кто заразится, кто заразит членов своей семьи. И вот тогда первые, вот те, кто пошел в эту битву с этим коварным вирусом, я преклоняюсь, я разделяю свою награду с вами, безусловно. Я хочу также выразить слова огромной благодарности, пользуясь случаем, всем меценатам, сенаторам, всем простым людям, которые оказывали гуманитарную помощь, она была бесценной. В списке награждаемых и волонтеры республики. У каждого из них был свой фронт работы. Одни помогали врачам красной зоны, медсестрам и работали в процедурных. Другие трудились уже вне медучреждений, собирали продуктовые наборы, лекарства, помогали больным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Студенты гуманитарного колледжа посвящают им всем стихи, танцы и песни. Доброта не судит, не калечит, от нее не стоит ждать вреда. Лишь она от злобы мир излечит, не завысит цену никогда. Орден Милосердия – награды за заботу и бескорыстные усилия, направленные на благотворительность. Общественный совет по награде в этом году решил отметить главврачей, санитаров, водителей скорой помощи, всех, кто непосредственно принимал участие в борьбе с коронавирусом. И сегодня мы видели радость в глазах наших номинантов, которые получили сегодня награды. Они были рады общественному признанию. Это не государственная награда, а именно общественная награда. А общественное признание, я думаю, для них это самая высокая награда, когда люди, жители наградили этой высокой наградой. Мы надеемся, что до конца текущего года мы еще раз, впервые за эти 9 лет проведем вторую процедуру награждения, чтобы никто из наших героев, они для нас сегодня герои, которые боролись с этой болезнью, чтобы не остался никто в стороне. Мы эту работу будем и в дальнейшем вести. Они бескорыстно несут свет милосердия, дарят другим надежду. В жизни всегда есть место благородному поступку, жесту доброй воли, а награда всегда найдет своего героя. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.